Хозяин, доброе утро. 36-1. Строгий фейс-контроль на входе в лицей. Медсестра проверяет наличие маски и температуру. Проверку проходят все, кроме детей. Их по предписаниям Роспотребнадзора от этой процедуры освободили. Маска с собой отлично. Если нет, тоже не страшно. Ее выдадут на входе. У меня есть. Есть? Наденьте, пожалуйста, маску. 36,3. Маска. Значит, нет. Наденьте маску, пожалуйста. Есть специальный журнал, который мы записываем. У кого температура, изолируем и отправляем на изоляцию домой. За соблюдением масочного режима следит медсестра, а за санитарным состоянием лично директор. Несколько раз в течение дня влажная уборка в коридорах и классах. Для этого используют специальные дезинфицирующие средства. Полностью заразу, конечно, этим не убить, но риск заражения практически сводится на нет. Техперсонал, конечно, свою работу проводит, но личную ответственность за свое здоровье еще никто не отменял. Для того, чтобы на руках не оставалось никакой заразы, в школе установлены вот такие коробочки с дезинфицирующей жидкостью. Всего на 3 этажах лицея около 30 таких дезинфекторов. Их содержимое в течение дня пополняется не раз. Но это не все методы, направленные против распространения ковида. После каждой перемены идет обработка поверхности коридора, и также каждые 2 часа в отсеках в каждом крыле коридора ставится во время урока, чтобы детей в коридорах не было, ставятся кварцевые лампы и идет обработка. Обрабатывают технички также ручки дверей, парты и стулья. А детям напоминание, как себя вести при эпидемии, показывает наглядная иллюстрация в школьных коридорах. Посещение столовой, что мы делаем? Идем в столовую, что мы делаем, ребята? В коридорах у нас везде висят, да, средства такие, чтобы протирать руки, да, для того, чтобы убить все наши микробы. Напоминают учащимся об опасности коронавирусной инфекции и учителя школы. Каждый день занятия начинаются с повторения элементарных правил, которые помогут снизить риск заболеть. Все максимально просто и понятно. Носить средства защиты, чистить руки, стараться избегать общественные места. Ученики 3 Б это все знают на зубок. Сегодня она достигла около миллионов людей. Да, статистику смотришь даже, да? Ну, просто подумал, что миллион. Ага. Вам рассказывают или сам в телевизоре смотрел? Ну, мама моя доктор, сама говорит. А расскажи в школе, что вы делаете, чтобы не заразиться? Ну, антисептики у нас есть, ну, коробочки. Я ими пользуюсь перед столовой и после. Коронавирус – это очень плохая болезнь. Надо соблюдать дистанцию. Если не соблюдать дистанцию, то заболевший может заразить другого, и так уже пройдет все остальное. Но надо соблюдать дистанцию, мыть руки постоянно. Нельзя сходиться толпами. Полученные знания в кабинете дети подкрепляют практикой в коридоре. В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от ковида. Первую партию выпустили в гражданский оборот на прошлой неделе. Тогда же началась и 3-я фаза клинических исследований. До Ингушетии спутник Ви еще не добрался. Однако после того, как он поступит, планируется первыми вакцинировать врачей и учителей. Для детей же пока вакцины нет, как нет и необходимости в ней. Как известно, в большинстве случаев подростки переносят ковид в легкой форме. Однако в школах планируется проводить прививки от гриппа. Процедура эта плановая и только на добровольной основе. Сдаю родителям всем добровольные согласия. Кто соглашается, мы выделяем соглашающих и делаем прививку от гриппова. Ну, на этой неделе мы должны уже завершить эту работу. Перенесемся в районную Назрановскую больницу. Здесь уже оказываются те, кто меры предосторожности не соблюдал и заболел ковидом в тяжелой форме. Именно НРБ принял первый удар коронавирусной инфекции по республике. С начала пандемии через двери больницы прошли более 2000 заболевших. С первого дня врачи работали на износ, но продолжали лечить. Сейчас же ситуация более спокойная. Лечение здесь проходит около 80 человек, 2 из них в реанимации.
Буквально неделю назад отмечался рост заболеваемости, было много поступлений, вплоть до того, что нам даже не хватило корпуса маленького нашего места из-за недостатка кислородных точек. Мы переехали в другой корпус, который у нас полностью оснащен кислородом. Нам установили 2 заводские рампы дополнительно, усилили этот кислород, то есть мы готовы были к приему большого количества больных, но однако за последние 2-3 дня больных стало меньше. Максимум 3 человека за сутки поступает. Снижение роста заболеваемости не повод расслабляться, и врачи в очередной раз просят соблюдать элементарные правила. Сейчас вообще сезон острых респираторных вирусных инфекций начинается, это осень, зима, коронавирусная инфекция, это тоже высокопатогенная острая респираторная вирусная инфекция, поэтому это не сезон расслабляться, обязательно меры профилактики, особенно для пациентов с хроническими заболеваниями, особенно сахарный диабет. Почему? Потому что эти пациенты тяжелее всех переносят. Заболевание очень непредсказуемое, много дает осложнений. Причем в тот момент, когда ты уже думаешь, что пациент стабильный, и ты его будешь выписывать, внезапно, несмотря на все меры профилактики, происходят тромбоэмболические осложнения. Поэтому у меня просьба к нашей молодежи, которая бессимптомно переносит эту болезнь: берегите своих пап, мам, бабушек, дедушек, потому что мы-то бессимптомно переносим, у нас-то организм крепкий, а они нет. Со всеми тяжелыми последствиями пандемии Ингушетия столкнулась в конце марта. За полгода этим недугом заболели почти 5000 человек. Из них около 4500 выздоровели. 542 все еще остаются под наблюдением. Муслим Ганиев, Магомед Дидигов, Новости 24.